Сегодня я буду рассказывать о современных методах лечения бронхиальной астмы. Лечение астмы применяется ступенчатый подход. Суть состоит в том, что разработаны 5 ступеней лечения бронхиальной астмы. Вот идет пациент. Это схематически изображена схема, да? Вот пациент, он идет по дорожке 1, 2, 3, 4, 5 ступеней. Все выше и выше прогрессирует. Заболевание – это хроническое заболевание, оно не пройдет, расприцепится. И пациент, он может находиться на первой лестнице, это самая легкая форма. Может болезнь прогрессировать на второй лестнице, на третьей, на четвертой и так далее. И с каждой новой ступенью аптечка пациента наполняется на один препарат. Если заболевание протекает не слишком тяжело, пациенту достаточно использовать лекарственные средства по требованию. Вот эта классификация Джина, европейская классификация 2015 года, по причине возникновения это эндогенные, внутренние факторы у человека, атопическое, это аллергическое, аспириновое. Аспирин знаем мы, что это такое, да? Да, тоже бывает профессиональное и смешанное. И уровень контроля. Это аналогично, как мы контролируем артериальные давления. Аллергенами что является? Это пыльцевые аллергены. Для астмы вызваны именно этими аллергенами. Для них характерна сезонность. Пыльцевые, когда цветут растения, цветы, деревья, когда цветут. Это в один и тот же период у таких больных возникает. Бытовые – это перо подушек, пыль домашняя или библиотечная. Дермальные – это шерсть домашних животных и волосы человека. Пищевые аллергены – это цитрусовые, мед, шоколад, рыба, орехи, бобовые, белок коровьего молока. Поскольку период между употреблением продуктов пищи и развитием симптомов астмы достаточно велик, он длительно протекает, и больные зачастую не замечают и не знают, что именно у них аллергия на пищевые продукты. Аллергический фенотип, вот это, она часто и легко диагностируется, в детстве, как правило, проявляется. Характеризуется эозинофильным характером в составе мокроты и хорошо поддается лечению при помощи гормонов. Следующий подтип – это неаллергический. Такой фенотип не имеет отношения к аллергическим состояниям. И при лечении применяется, если гормоны, если неправильно назначить лечение, результаты мы не получаем, другой результат. И бронхиальная астма позднего начала. Это в зрелом возрасте, в основном у женщин встречается. И важное место в лечении больных занимает своевременная диагностика. Иногда признаки болезни могут быть незначительными. Хрипит и все чуть-чуть, хрипит и все чуть-чуть. Вот такое, все с этого начинается. И третье. Диагностируется в лабораторном исследовании доказательства вариабельной обструкции бронхов. Это делают врачи лечебных учреждений. Проводят функции внешнего дыхания, пикулометрию проводят, лабораторные исследования проводят. Вот это метод исследования. Лекарственные препараты. Наиболее часто приступы бронхиальной астмы провоцирует аспирин. Многие получают аспирин. Экологические факторы – это то, что нас окружает, среда. Так, регистрируется экологически неблагоприятных регионах, загрязненные промышленными отходами воздухом, высокой плотностью населения, застоем воздушных масс. Это в крупных городах. Физическая нагрузка. Физическая нагрузка тоже влияет. Есть астма физического усилия, так называемая астма. Вдыхание сухого, холодного воздуха может стать причиной развития спазма бронхов или астмы. Есть такая форма астмы тоже. А наоборот, теплый воздух полностью может устранить приступ, хотя бы смягчить течение бронхиальной астмы.
Вот я уже говорила, астма, развивающаяся после физической нагрузки, носит название астма физического усилия. Эмоции. Все мы эмоциональны. У всех такие нервные, стрессовые ситуации, тяжелые ситуации в жизни встречаются. Погодные факторы, вредные привычки, в частности курение, беременность, герб. Все эти причины способствуют развитию бронхиальной астмы или, если уже была бронхиальная астма, усугубляет это течение. Симптомы бронхиальной астмы я уже напомнила. Как бы приступы начинаются на ровном месте. Всякое может быть, это контакт с аллергеном, физическая нагрузка, стрессовые ситуации, вдыхание больным холодного воздуха, все это. Предвестником данного заболевания может быть насморк, першение в горле, симптомы конъюнктивита, это глаза, когда краснеют и слезятся, глаза чешутся. Затем больной начинает чувствовать тяжесть, давление в грудной клетке, появляется сухой кашель. Непосредственный приступ удушья со стороны выглядит так. Прерывистый быстрый вдох, а за ним резко затрудненный с усилием активный выдох. Вот вдох он короткий, а он выдыхается долго, выдыхает длительно. По продолжительности это выдох 3-4 раза дольше, чем вдох. Характер течения бронхиальной астмы зависит, конечно, от возраста. В каком возрасте впервые появилась бронхиальная астма. У детей, страдающих данной патологией в раннем возрасте, как бы в подростковом периоде возникает спонтанная ремиссия. Само собой, выздоровление наступает. Если начало бронхиальной астмы пришлось на молодой и средний возраст, и заболевание может протекать в данном случае по-разному. Врачу чаще всего приходится дифференцировать бронхиальную астму от астмы, связанной с сердечной патологией, сердечной недостаточностью. Сердечная астма, она возникает при патологии сердца, хронической патологии, когда пациенты длительно болеют, но и сердечная недостаточность может быть и у молодых людей. Это тоже вызывает затруднения диагностики. Наиболее опасным для жизни это является астматический статус. Это пациент не справляется. Астматический статус, если диагностируется, надо вызывать скорую помощь и надо ехать на госпитализацию. Течение контролируется, когда отсутствует обострение. Значит, дневные симптомы полностью отсутствуют. Или неделю 2 раза, максимум 2 раза может быть приступ астмы, 2 раза они могут пользоваться ингалятором. Ночные приступы отсутствуют. Контроль за заболеванием частичный. Каждую неделю отмечается любой из признаков. Это приборы для контроля бронхиальной обструкции. Эти приборы определяют пиковые скорости выдоха воздуха. Больному бронхиальной астмой очень трудно выдыхать. Пациенты больные знают, население знает, что контролировать надо давление. Аппаратом для измерения давления. У кого вот легочное заболевание, оба бронхиальная астма, они не знают, что пикфлометр надо купить и надо пользоваться. Это принципом светофора, это легко в пользовании. Вот. Зоны там, как на светофоре, делятся на зоны. Зеленые, желтые, красные. Зеленые – это хорошо, желтые – не очень хорошо, красные – это опасные зоны. Вот мужчина пользуется пикфлометром. При аллергии на домашнюю пыль убрать из дома мягкие игрушки, ковры, ватные одеяла. Матрацы покрыть моющим материалом, регулярно не реже, 1 раз в неделю проводить влажную уборку. Книги держать на застекленных полках, регулярно проводить влажную уборку, мыть полы, протирать пыль. Параллельно нужно принимать противоаллергические препараты, эти антигистаминные препараты на основе лортадина, банана, цитерезина, цитрин он называется, пилфас называется, их очень много. И
аллергия, нужно обратиться в аллергологический центр. Это дает направление врачей общей практики для проведения специфической или неспецифической гиперсенсибилизации.